Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту гибели женщины и малолетних детей в селе Крест-Кытыл Намского района. По информации Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы. С места происшествия изъяты следы и предметы, которые помогут установить причину возгорания. Назначены необходимые экспертные исследования, которые установят причину смерти женщины и детей, а также причину возгорания. Расследование уголовного дела на данный момент продолжается. В результате пожара погибли 37-летняя женщина и дети 5, 6, 9 лет, а также полуторамесячный ребенок. В Намском районе объявили траурные дни по погибшим при пожаре с 24 по 26 октября. Полицейские Якутии задержали подозреваемых в серии дистанционных мошенничеств через Инстаграм. Их жертвами стали 4 жительницы Нюрбы. В соцсети продавалась женская одежда. При этом онлайн-магазин предлагал заманчивые скидки при условии полной предоплаты за товар. Они оформили заказы и перечислили на указанные продавцом счета деньги. Однако товаров никто так и не получил. Подозреваемым оказались ранее судимая за мошенничество 20-летняя уроженка Республики Адыгея, которая была задержана в Краснодаре, и ее знакомый 20-летний уроженец Республики Северная Осетия Алания, задержанный правоохранителями в Москве. В результате на рекламу недобросовестных продавцов откликнулись 4 жителя Нюрбинского района, у которых похищено более 40 тысяч рублей. МВД сообщает, что в настоящее время подозреваемые в содеянном раскаялись и возместили потерпевшим материальный ущерб в полном объеме. Следователи Челябинской области предъявили обвинение 29-летнему местному жителю Евгению Гаврилову и его 24-летней сожительнице Татьяне Пупышевой из-за убийства малолетнего группой лиц. По версии следствия, в октябре этого года в квартире Челябинска обвиняемые несколько раз ударили по голове 7-месячного сына женщины, из-за чего ребенок погиб. Чтобы скрыть свое преступление, они сбросили тело младенца в реку Миас. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Центр Рима обезлюдил в ночь с пятницы на субботу. У фонтана Треви, испанской лестницы, Колизея и прочих достопримечательностей ни души. Комендантский час в области Лацио и столице Италии действует с полуночи до 5 утра. За соблюдением ограничительных мер, введенных ради сдерживания коронавирусной инфекции, следят полицейские и карабинеры. Некоторые площади в центре города по решению мэра были закрыты еще раньше, начиная с 21 часа. Люди пропускали по последнему стаканчику в барах, прежде чем разойтись по домам до утра. Неаполитанцы восприняли запрет на ночную жизнь не так спокойно, как жители итальянского севера. Сотни людей приняли участие в столкновениях с полицией в административном центре области Кампания. В ход пошли дымовые шашки и петарды с одной стороны, слезоточивый газ с другой. Протестующие прорвали оцепление у здания регионального правительства и собрались рядом с университетом. Их требования выражали надписи на транспарантах: «Вы нас закрыли, вы нам и платите». Комиссар полиции Неаполя Алессандро Джулиано осудил, как он выразился, криминальное поведение и отметил, что насилие ничем не может быть оправдано. Глава областного правительства Винченцо Ди Лука призвал к введению общенационального комендантского часа по меньшей мере на 40 дней. Премьер-министр Джузеппе Конте выступил против повторения всеобщего локдауна, поскольку это приведет к усугублению экономического кризиса. За время пандемии в Италии заразились около полумиллиона человек, умерли свыше 37 тысяч, полностью выздоровели почти 262 тысячи пациентов.